Президент США Дональд Трамп пригласил лидеров Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана на саммит Центральная Азия США. Формат С5+1, Вашингтон. Встреча состоится 6 ноября. Это будет уже второй саммит в формате встречи глав государств. Первый проходил в 2023 году в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН, когда президентом США был Джо Байден. 218, 24, 19 миллиардов долларов, 25, 35, 110, 105 миллиардов долларов. 105 billion US dollars. 105 billion, that's not bad. That's worth a 5-minute meeting, right? You agree? С учетом совсем недавних встреч американского президента с центральноазиатскими лидерами на полях Генассамблеи ООН, аналитики объясняют активность Трампа в отношении стран региона в первую очередь интересам к ресурсам и полезным ископаемым, что полностью соответствует главному нарративу его президентства – возвращение Америки экономического могущества. 26 октября для подготовки саммита в регион должны были прибыть два высокопоставленных представителя американского Госдепа – Серджио Гор и Кристофер Ландау. Они обсудят вопросы, которые волнуют обе стороны. Как утверждают источники в Вашингтоне, на которые ссылается американская пресса, США продолжают усилия по обеспечению широкого доступа США к богатым запасам критически важных минеральных ресурсов Центральной Азии и сдерживают влияние России и Китая в регионе. В странах региона, в свою очередь, рассчитывают на американские инвестиции в критически важные отрасли экономики и более открытый доступ к технологиям, считает эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов. Регион интересен тем, что находится на стыке стран Европы и Азии. И в этом случае в плане логистики транспортной, в плане, так сказать, транспортировки энергоресурсов очень регион выгоден внешним игрокам. Вместе с тем, Россия уже выразила протест против чрезмерной активности Трампа в Центральной Азии. Запад пытается использовать не столько для взаимовыгодного сотрудничества, сколько для отрыва этих стран от Российской Федерации. Вот такие тенденции мы будем всеми имеющимися возможностями, дипломатическими, политическими, экономическими, конечно, пресекать. Заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам пленарного заседания высокого уровня Третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности. Наблюдатели отмечают, что центральноазиатские лидеры выглядят в данной ситуации весьма комично, когда крупные державы борются за контроль над ними, как за колониями, лишенными суверенитета. Внимание Трампа добивается во всех 5 столицах, пусть и в разной степени. Ни один президент США еще не посещал Центральную Азию, и Трамп мог бы оказаться первым из них. Тем более, что приглашение из Казахстана и Узбекистана он получал. Но в Белом доме решили проблему прагматично – пригласить к себе всех вместе, избегая выделять, как сказано в одном известном фильме, любимую жену, иронизирует эксперт Аркадий Дубнов. Я поздравляю вас с такой глубокой выступлением сегодня утром на сессии Организации Объединенных Наций. Это было просто феноменально. По всем вопросам вы точки поставили. Я еще раз повторяю, вы как никто достойны Нобелевской премии. Мы это говорим и будем говорить.